Вот, давай покажем, как рыбка плавает. Покажи ручками, как рыбка плавает. Покажи, как плавает рыбка. Рыбкой покажи, как она плавает. Как плавает рыбка. А давай посмотрим, где рыбка живет. Посмотри-ка, где рыбка живет. У нашей рыбки есть подружки. Вставай, подойди поближе. Давай понаблюдаем за ними. Посмотри, какие они красивые. Они плавают, такие интересные пузырьки вокруг рыбок плавают. Давай посмотрим. Посмотри наверху, какие рыбки. Желтая. Посмотри. Желтая, синяя. Безусловно, мечта каждого родителя, чтобы их ребенок родился и рос здоровым. Если же малыш имеет задержки развития, на помощь придут специалисты. Так, с Нового года в комплексном центре начата работа по новой методике оздоровления детей. В сенсорной комнате приобретено оборудование, новейшее оборудование на средства гранта, выделенные Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наше учреждение участвовало в конкурсном отборе программ, и наша программа «Академия игровых наук» получила такую материальную поддержку в размере 430 тысяч рублей, на которую было приобретено оборудование для сенсорной комнаты. Это оборудованная особым образом комната для детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, для развития у них познавательного интереса и развития всех психических процессов, восприятия, мышления, памяти, воображения. Сенсорные комнаты являются мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических консультаций. Обстановка сенсорной комнаты способствует нормализации психического состояния у детей. Сочетание различных стимулов – музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений – оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка, как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Для того, чтобы дети успокаивались, мы с детьми устраиваемся удобно, они принимают удобную позу на мягких пуфах и расслабляются на занятиях. Успокаивающее воздействие оказывает на детей, когда дети слушают шум воды, струящейся воды, видят это, соотносят это с натуральными природными явлениями, и это их очень хорошо релаксирует и успокаивает, так же, как и фонтан и камин. Выстраивать отношения с окружающими порой для малыша непростая задача. Для ребят с нарушениями в развитии, проходящих адаптационный период, и создана комната релаксации. В данный момент дети занимаются песочной терапией. Они сами выбирают цвет, который служит фоном для изображения их рисунков. И от того, какой фон они выберут, для нас является диагностическим моментом в определении их настроения. Хорошее ли оно у них, радостное, грустное, спокойное или раздраженное. Это можно определить по тому, какой рисунок у ребенка получится в результате и какой фон ребенок выбрал. Зеленый фон – это спокойное настроение у ребенка, обозначает зеленый цвет. Если цвет желтый, оранжевый, теплые цвета – это хорошее радостное настроение. Если ребенок выбирает яркий красный цвет, насыщенный красный цвет, это говорит о том, что ребенок либо раздражен, или у него какое-то, может быть, злое настроение, возможно, произошла какая-то ссора в группе. То есть нам сразу становится понятно, что что-то с ребенком не так, с его эмоциями что-то не так. И в процессе занятия мы стараемся его успокоить, немножко расслабить, чтобы у него изменилось настроение с плохого на хорошее. Стоит отметить, что оборудование для комнаты релаксации приобретено по долгосрочной целевой программе «Точка опоры». Дети довольно быстро находят общий язык друг с другом, но чаще это язык вынужденного общения, нежели партнерства. Поэтому задача психолога – научить детей сотрудничеству. Для этого можно использовать различные приспособления. Например, в центре комнаты поставить палатку «Домик-гномик», где ребенок может спрятаться от внешнего мира. Комплекты сказок, которые с успехом пользуются также нашими социальными педагогами на группах, где они занимаются с детьми театрализацией и куклотерапией. В будущем ожидается поступление больших в человеческий рост театральных и шагающих кукол, а также оборудование для подготовки малышей к школе. Находимся в тесном сотрудничестве с родителями, которые вместе с детьми посещают наши релаксационные, развивающие занятия, обмениваемся опытом с тем, чтобы они в дальнейшем уже в домашних условиях могли самостоятельно заниматься с детьми.
Мы приглашаем детей с особенностями развития и детей с ограниченными возможностями здоровья в наш комплексный центр для прохождения комплексной социальной реабилитации. Будем рады всем. Большой мир для маленького человека порой непонятен, полон загадок и тайн, а для ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, он и агрессивен, недружелюбен. Своевременное лечение и реабилитационная работа помогают малышу справиться с трудностями и стать здоровее и жизнерадостнее, уверены специалисты.